Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И заместитель директора комплексного научно-исследовательского института имени Хамзата Ибрагимова Российской академии наук Аббаз Осмаев, член-корреспондент Академии наук Чеченской Республики, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Чеченской Республики. Машо, я вас приветствую у нас в студии. Спасибо, что согласились прийти, ответить на наши вопросы, тем более, что тема очень знаменательная, и я бы добавил, историческая, которая должна иметь историческую точку зрения. Поэтому вы приглашены к нам сегодня в студию. А тема такая: 16 апреля – день отмены КТО, День мира. И мой первый вопрос. Ваша оценка данному событию, как историка? Ламали, спасибо за то, что пригласили. Событие действительно значимое в истории, новейшей истории Чеченской Республики. И надо сказать, что контртеррористическая операция объявлялась на новой истории России в двух субъектах. У нас она была объявлена в 1999 и до 2009 года продолжалась, и в Белгородской области недавно, но она быстро была завершена там. Ну, как вы знаете, зрители, наверное, тоже в курсе, контртеррористическую операцию объявляет президент Национальной антитеррористической комиссии, председатель, обычно эту роль исполняет глава ФСБ на тот момент. На момент отмены был Бортников, как и сейчас, а президентом России в то время был Дмитрий Медведев. И вот он поручил рассмотреть этот вопрос где-то в середине марта или в конце, по-моему, марта, и в апреле с 0 часов 16 апреля этот режим был отменен. Вот в чем его, скажем, значение, суть в том, что были сняты последние препятствия, препоны на пути активного социально-экономического развития нашей республики. Дело в том, что закон о борьбе с терроризмом, который был принят в 1998 и до 2006 года действовал, а потом был принят новый закон, уже он называется, о противодействии терроризму, предполагает ряд существенных ограничений, ну, в плане, скажем, выезда, заезда, товаров, движения, значит, с аэропортом, с людьми могут, скажем, устраиваться соответствующие или вводиться соответствующие ограничения. И республика вот в таком режиме жила 10 лет, и Рамзан Ахматович не в первый раз ставил этот вопрос на тот момент, но нужно было еще доказать всем, там, скажем, и Москве, и всем башням Кремля, что эта ситуация под контролем, и мы, имеется в виду республиканские власти, республиканские силовые структуры, вполне могут, скажем, контролировать ситуацию. На мой взгляд, это можно было сделать чуть раньше, но объявляется быстро, снимается не так быстро, скажем так. А сегодня как смотрится, как нужно смотреть на эту дату? Ну, я думаю, что на эту дату надо вот смотреть с точки зрения эффективности деятельности местных властей. Без этого никоим образом, значит, этот режим бы не был снят. Дело в том, что, конечно, и в 2000-е годы, мы все помним, с 99-го, начала 2000-х годов, что у нас республика собой представляла, не проехать, не пойти, 190 где-то постов, блокпостов. Значит, было много. Чем они занимались, в городе невозможно. Чтобы из села Старая Таги, где я живу, доехать до занятий в университете, я тоже преподаю, там нужно было где-то 5-6 постов преодолеть. Ладно, я уже немножко постарше, а вот ребятам, это молодым, их и останавливали, люди пропадали, и не один случай был, и никакого, скажем, нормального воздействия, нормальной ситуации это не было. Конечно, к 2009 году ситуация выглядела совершенно иначе. Но дело в том, что вот если нет уже этих постов, нету засилия
скажем, военных, которые игнорировали устав, которые нарушали и правила движения, которые могли запросто нарушить и гражданские, и юридические права граждан. Это уже к 2009 году не было, но были ограничения, которые в соответствии, скажем, вот с этим режимом контртеррористической операции действуют. И они были все-таки тормозом для развития республики, поэтому и вопрос стоял именно так: снять препятствия для развития республики и доказать, что местная власть, местные силовые структуры вполне способны, скажем, контролировать ситуацию. И если нужно вводить, скажем, в случае необходимости контртеррористические какие-то операции, то это нужно ввести на определенной территории, на здании, месте, где проходит какая-то, сложилась нештатная ситуация, а не во всей республике. Поэтому с этой точки зрения это очень серьезное, нужное дело было. И что еще хорошо, с моей точки зрения, и такой на перспективу, когда не просто праздник, день отмены КТО, а День мира. Вот что вот для этому нас... у меня следующий вопрос. Вот давайте пойдем по этапам, по эпизодам, как говорится. А действительно, почему эта дата так важна для республики? Вот каково значение отмены режима КТО для нашего общества? Что для вас значит этот праздник? Тоже нельзя это обойти стороной, личное мнение. Исполняет ли он свою миссию как День мира? В этой ситуации, мне кажется, что все-таки больше упор нам нужно делать, что это День мира, поскольку мы, начиная где-то с 1994 года и практически до 2009 года, республика, люди ее жили в ожидании, скажем, или в состоянии перманентного стресса. И военные действия, и бомбежки, и люди пропадали. И хотя вот вроде бы в 2000 году уже в апреле было заявлено о том, что такие основные военные действия закончились, но на самом-то деле продолжались зачистки, продолжались похищения людей. Даже Ахмад Хаджи Кадыров, наш первый президент, после еще, когда он в 2003 году был избран, и до этого не раз ставил и перед федеральным центром этот вопрос, и, скажем, вплоть до того, что растет недовольство людей, и я вынужден буду быть с людьми, которые меня избрали. Поэтому, поскольку мы с вами, я имею в виду вот наше поколение, молодежь, которая родилась в конце 99-х, в начале 2000-х, им уже по 19, 20 и больше лет, они этой ситуации, слава Богу, не помнят. Мы-то ее с вами хорошо знаем и можем на эти весы положить. Вот сделать сравнение. Да, что было, вот когда были военные боевые действия, контртеррористические, и что сейчас, когда мир. И вот если мы просто выйдем на улицу, посмотрим на Грозный, на наши дороги, на наших людей, в любое время дня, ночи можно выйти прогуляться по СМБ. Вот он мир, когда у тебя ребенок выходит из дома, молодой ли там, или, скажем, юноша уже, и ты не переживаешь за то, что он не вернется домой. Вот с этой точки зрения... А как вы думаете, почему решение об отмене режима контртеррористической операции было принято именно 17 лет назад, если я не ошибаюсь, а не раньше или позже? Вот почему именно в это время? На этот вопрос, наверное, лучше всего ответил бы... Ну и все-таки ваше мнение. Руководитель ФСБ Бортников. Но мое мнение, я думаю, что после вот событий 2005 года в Нальчике, это был такой последний, скажем, крупная акция, предпринятая боевиками помню. с Басаевым. Ну, после 2005 года вполне можно было эту операцию отменять, мне кажется, режим контртеррористической операции отменять. Но у нас с 2002 года ходили поезда, начали ходить поезда. В 2007 открыли аэропорт, 8 марта первый рейс, кстати, бесплатный для женщин. Если вот режим контртеррористической операции, у тебя самолеты летают, наверное, можно было это сделать. У нас мы город восстанавливали усиленными темпами. Мне кажется, вот немножко, скажем, перестраховаться, еще как бы окончательно решить вопрос, чтобы никаких, скажем, действий, связанных с какими-то противоправными действиями, с крупными акциями не было. Но их и так МВД Чеченской Республики... Чтобы не начинать все сначала? Я не думаю, что вот это, мне кажется, больше всего здесь такой
не торопиться, пусть будет этот режим, и мы контролируем ситуацию. Дело в том, что при режиме контртеррористической операции все-таки и местные власти немного бывают ограничены в своих правах. Все-таки большое значение имеет вот руководство этой комиссии, федеральной комиссии, местной комиссии. Кстати, глава республики тоже не последний человек в этом. Но, тем не менее, допустим, вот аэропорту Грозному нельзя было дать статус международный, пока действует режим контртеррористической операции. Какие-то товары, связанные с опасными работами, тоже нельзя было завозить. А так, в принципе, республика, ну, на мой взгляд, уже после референдума 2003 года, конечно, не в одночасье, не вдруг, не сразу, но уже уверенно ступила на путь, скажем, мира, созидательного развития, и особенно вот с 2007 года. А какое значение этот праздник имеет для всей нашей страны, для всей России? Почему он так важен для нашей страны и почему он важен для новой истории Чеченской Республики? Ну, для новой истории Чеченской Республики именно потому, что этот режим был введен на территории нашей республики, погибали люди, эти люди были ограничены в правах. Ну, а с политической точки зрения для Российской Федерации в целом тоже, если у тебя на территории одного субъекта, далеко не последнего, скажем так, хотя ну, по территории он не такой, наш субъект большой, но зато, скажем, в мировом пространстве, в публичном пространстве мы всегда были на слуху. Если у тебя в стране какой-то достаточно крупный субъект, здесь, скажем, введен этот режим контртеррористической операции, продолжается 10 лет, ну, значит, не все так и хорошо, как говорится, в подлунном мире. Поэтому с этой точки зрения, с политической точки зрения, это тоже был успех не только Чеченской Республики, но и федеральных властей. И с этой точки зрения он и является таким значимым событием для страны в целом. Еще раз повторюсь, что режим контртеррористической операции за все это время объявлялся в субъектах только вот в нашей республике и в Белгородской области, и то вот связано с событиями. Отмена КТО является самым значимым событием современной чеченской истории. Мы к этому пришли. Нет, самым значимым я бы его не назвал, я бы его назвал в ряду вот этих событий, начиная... Одно из этих можно событий, сказать, да? Да. И этот шаг оказал наибольшее влияние на развитие нашей республики. Или я не прав? Ну, скажем, если именно с этого времени социально-экономическое развитие, да. Вот, да. вот. А Вы вот, меня правильно поняли. Да, а политическое, скажем, установление, скажем, местной власти, переход, формирование местных органов, все-таки основное событие я бы назвал проведение референдума, принятие Конституции, потом выборы президента, которые прошли. И хотя тогда еще Ахмад Хаджикадыров достаточно серьезно был ограничен в своих правах, но он, как мы видим, не остановился на том, что вот тебя назначили, в общем, вот и все дела. Нет, он все время, как впоследствии его сын, выходил за пределы этого круга, который ему пытались очертить. Это иначе бы республика и не восстановилась бы. Отмена КТО это может и является частью того, что в 2003 году мы приняли референдум, провели, да, и приняли свою конституцию. Это был шаг на пути к тому, чтобы республика стала, скажем, мирной, свободной, полноправной. Вот о чем мы и говорим. Да, и пришли мы к этому через 6 лет, к этой отмене, хотя я думаю, что где-то уже в 2005-2006 годах можно было бы ее отменить. А каково ваше мнение о результатах отмены КТО спустя 17 лет? Ну, это мнение можно выразить очень просто любому. Выйти выйти на улицу и посмотреть, что у него в городе, что у него в селе. Что, ну, а что у вас? Вы сегодня в студии? Я выхожу, я еду на работу по новому району Путина. Если я еду в микрорайон
я могу попасть на стадион Ахмат-Арена, который в 2011 году построен. Значит, если мы в центр города, правда, он введен мечеть, если в пятницу нам нужно посетить Розба-намаз, мы идем в мечеть сердца Чечни, который был построен, правда, уже введен в действие в 2008 году. А теперь посмотрите в Аргуне, Аргун-Сити, Гудермес-Сити, Шали-Сити, мечеть имени пророка Мухаммеда Шалинская не уступает лучшим образцам мировой архитектуры. Аргунская мечеть сердца матери, по дорогам от Грозного до Шароя на асфальтовой дороге едешь из Бамута до Кизиноя, по горам можно, не везде асфальт, правда, но по указанию главы республики Хизир Яхяев, директор ныне Аргунского музея, его товарищи проложили эту дорогу. 300 тысяч или 400 тысяч туристов, которые приезжают в республику, это же о чем-то говорит, и о республике, и о руководстве, и то, что у нас сейчас международные рейсы. Когда это было, чтобы мы могли здесь сесть и, значит, в Мекке приземлиться, вот хадж совершает, умру. На мой взгляд, как в этом году, на умре столько людей никогда не побывало. И, кстати, международный статус присвоили тоже после отмены режима контртеррористической операции. И сейчас, я вот в студию приехал тоже из аэропорта, строится новый терминал, международный аэропорт, и я думаю, когда, скажем, мировая политика немножко, этот бури улягутся, я думаю, мы будем летать не только в Стамбул, в Мекку, но и много куда мы сможем это все сделать. То есть 16 апреля это не просто праздник, а важный момент для демонстрации единства, которое сейчас как никогда необходимо нашему народу и всей нашей стране, испытывающей давление извне. Ну, безусловно, единство. Страна, народ, если он не един, значит, развитие немножко сложновато. К большому сожалению, иногда на просторах интернета, под какими-то постами и так далее, мы очень часто видим, когда пытаются раздувать вот эту, скажем, раздувать национальный вопрос. И иногда бывает до того, там, скажем, обидно, до того начинаешь нервничать, что прямо здесь бы разобрались бы с этими людьми, которые пишут все это. Поэтому провозглашение какого-то праздника, отмечать этот юбилей, это очень здорово, хорошо и правильно, и нужное дело. Но еще надо работать с теми людьми, разъяснять им не только на уровне нашей республики, но, наверное, и на федеральном уровне, что было, как мы через это прошли, и что не сама по себе Чеченская республика вдруг стала, вот, скажем, тем, чем она сейчас стала. Это возможно только в обществе, которое уважает права других, и нету, скажем, Москвы для москвичей, Чечни для чеченцев. А есть единая Российская Федерация от Тихого океана до Калининграда, и чеченец, и ингуш, и русский, и бурят в любой точке этой страны должны чувствовать себя гражданами этой страны и обладать равными правами. В Конституции, в законах все это так и есть. В жизни не всегда. Ну, на каждый роток, как говорится, не набросишь платок. Но эти люди, их вообще даже трогать не надо. Вот время показывает, кто был прав. Ну вот это другое, да. Время показало, показывает. И будет показывать. И будет показывать. И будем надеяться, что вот тех перипетий, которые пережили мы с вами, те, кто постарше, наши младшие, дай Всевышний, не увидят. Думаю, правильно будет утверждать, что отмена режима контртеррористической операции стала победой главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова и народа на пути становления мира и возрождения республики. История согласится с таким утверждением? Безусловно, я думаю, что согласится, и это очень правильный тезис, потому что, скажем, говорить федеральному центру, вот вы, наверняка многие бы поступили так, вот вы ввели этот режим контртеррористического, мы будем ждать, пока вы его отмените. А если бы мы все время ждали, по известной русской поговорке, пока рак на горе не свистнет, а Рамзан Ахматович все время вот эту броню запрета пробивал, и в конечном итоге получилось, что ее отменили все-таки, этот режим отменили. И второй вопрос, на который я хочу получить ваше мнение как историка.
Смотрите, историки и государственные деятели рассматривают отмену контртеррористической операции как подтверждение эффективности политики по стабилизации региона, проводимой федеральным центром и руководством республики. Это политическая консолидация или признание реальности? Это и политическая консолидация, и признание реальности, потому что без политической консолидации, без того, чтобы местная власть единой командой не выступала бы и не была, как бы, скажем, во взаимодействии с федеральным центром, вряд ли бы все это было. Можно очень хорошо организовать все на уровне региона, но если, допустим, у тебя не складываются отношения с федеральным центром, то вряд ли бы это тоже получилось. Поэтому я бы не стал противопоставлять это и консолидация, и достижение определенных, скажем, результатов в деле руководства республикой как в политическом плане, так и в социально-экономическом. Что реальность и показывает. Да, безусловно. Как мы хотели бы сказать. И последний такой вопрос. Если бы не было отмены контртеррористической операции, ваше мнение, как историка, опять же, что сегодня происходило бы? Что было бы вообще? Ну, немножко сложновато, сослагательного наклонения история не знает, но да. думаю, вряд ли мы вот такими темпами бы развивались, скажем так. Я думаю так, что экономическое и политическое республики, развитие республики не шло бы такими быстрыми, эффективными шагами. Ну и еще один момент, не думаю, что и федеральному центру нужно, чтобы один из его субъектов, скажем, двигался на ручном тормозе. Наверное, они тоже эту ситуацию отслеживали. Но они всегда, я думаю, вот чиновники, они все-таки больше стараются перестраховаться. А на месте, скажем, если такой молодой, перспективный, дальновидный лидер видит эту ситуацию, он эту, скажем, брешь пытается пробить, что и в конце концов удалось доказать, показать, убедить. Результат налицо. Результат налицо. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в вашей работе и в жизни. И вам, и всем нашим телезрителям. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И заместитель директора комплексного научно-исследовательского института имени Хамзата Ибрагимова Российской академии наук Аббаз Осмаев, член-корреспондент Академии наук Чеченской Республики, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Чеченской Республики. Вы все сами слышали, как говорится. С днем отмены КТО, с днем мира вас, друзья. И напоследок, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.